У стойки регистрации Центра переливания крови выстроилась целая очередь желающих поделиться частицей жизни и помочь пациентам, страдающими онкологическими заболеваниями. В их числе Магомед Муружев. Активист Народного фронта сегодня впервые сдает кровь. Обычная процедура – регистрация, небольшое обследование и сама процедура забора крови. Однако для Магомеда все оказалось не так просто. Аппарат по забору то и дело, что пищит. Кровь поступает слабо. На месте выясняется, у донора сильная свертываемость, которая впоследствии может серьезно сказаться на здоровье. Единственный и самый лучший выход – сдавать кровь. И чем чаще, тем лучше. Она разжижается. Новые клетки образовываются, соответственно, она разжижается, сосуды разгружаются, печень вырабатывает новые клетки. Магомед не единственный, кто сегодня готов поделиться частичкой себя с тяжелобольными пациентами. Акция собрала в коридорах станции немало неравнодушных жителей. Как утверждают в Минздраве, онкологические заболевания уносят приблизительно 20 жизней в минуту. При этом каждый год выявляется около 480 тысяч пациентов со злокачественной опухолью. Таковы данные по стране. Ежегодно эти цифры увеличиваются, и нехватка крови – одна из причин высокой смертности больных. А онкобольные, они на сегодняшний день достаточно нуждающиеся больные именно в компонентах крови, в том плане, что без трансфузионной терапии, как правило, их лечение не проходит, и, соответственно, именно эти больные нуждаются в частых и множественных трансфузиях крови. Ахмед Муружев – почетный донор. Помнит, как впервые сдавал кровь еще 7 лет назад. Тогда его родственнику потребовалось экстренное переливание крови. С тех пор Ахмед старается как можно чаще участвовать в подобных акциях. Тем более, что у него редко 4-я положительная группа. Ощущение у меня нормальное, отлично себя чувствую. Сегодня у нас проводится акция, и я посчитал нужным прийти сюда и помочь больным сдать кровь. Сдача крови помогает не только пациентам, но и донорам, поскольку весь собранный материал проверяется на наличие ВИЧ, СПИДа, гепатита и многих других заболеваний. Стать донором может любой желающий, достигший 18 лет. При этом необходимо учитывать несколько условий. В день сдачи крови, а также накануне нельзя употреблять жирную, жареную, соленую, а также копченую пищу. Следует отказаться от молочных продуктов. Лучше выпить сладкий чай с вареньем, а также соки, морсы и компот. Также за 3 суток до прихода на станцию переливания крови следует отказаться от употребления медикаментов, содержащих аспирин и анальгин. По статистике, в год переливания крови требуется 1,5 миллиона россиян. Впрочем, цель сегодняшней акции не только собрать кровь, но и привлечь внимание окружающих к проблемам онкобольных. Эти люди крайне нуждаются в поддержке и уходе. Планируем сегодня посетить онкодиспансер республиканский и промониторить оказание медицинской помощи, стационарной медицинской помощи. Мы знаем, что в 2017 году был запущен стационар. Вот хочется посмотреть, как лечат больных, каково мнение самих пациентов, и пообщаться с коллективом и с пациентами тоже. Уже после сдачи крови донорам полагается сладкий чай. Об этом на станции переливания крови уже позаботились и даже подготовили отдельную комнату. Акция продлится до конца недели. К ней может присоединиться любой желающий и спасти чью-то жизнь. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.